И еще раз доброе утро, дорогие наши радиослушатели, присоединившиеся вот прямо сейчас к нам, телезрители канала Саха-24, в эфире рубрика «Якутск сегодня» на волне 107,1 и в эфире Саха-24 «Якутск сегодня». Вот получается так, что я, Дмитрий Аргунов, ближайшие полчаса с вами, и трендовое, можно сказать, одно из самых резонансных событий минувшей недели, которая очень широко уже обсуждается в совершенно различных кругах. Я заранее прошу прощения за своих коллег, которые, может быть, в силу своего непрофессионализма, может быть, в силу каких-то вторичных помыслов и так далее, раскручивают вот конфликт, который произошел в специализированном учреждении Якутский городской дом ребенка почти год назад. Сегодня у нас ситуацию рассматривает уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия Алексей Михайлович Ефимов. Здравствуйте. Здравствуйте. И член Общественной палаты республики, долгие годы, человек, который долгие годы возглавлял отрасль здравоохранения республики, Иван Яковлевич Егоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, для начала ремарочки по каждому вопросу. То есть будет формат вопрос-ответ. Ситуацию... Давайте с хронологии начнем. Алексей Михайлович, все-таки обращение людей, части персонала данного учреждения в правоохранительные органы послужило таким отправной точкой данного конфликта, да? Да. Давайте немножко по хронологии данного конфликта. Угу. Хорошо, я постараюсь по хронологии изложить. 20 января этого года к нам обратились 3 медработника городского дома ребенка. Сотрудники аппарата, уполномоченного по правам человека, внимательно выслушали их, получили объяснение, но и в результате состоявшейся беседы было установлено, что в доме ребенка были факты ненадлежащего отношения к детям, то есть инфицирование ребенка в результате непрофессионального оказания медуслуг, а иногда и факты жестокого отношения к ним. Привязывание детей к кровати, заклеивание рта пластырем, укалывание иглой и так далее. До этого заявители обращались по этому поводу к своему непосредственному руководству и в Минздрав, а также правоохранительные органы. Но после этого, наоборот, на них самих было начато гонение из-за того, что они посмели вынести ссоры из избы, обратившись в Минздрав и правоохранительные органы. В частности, это вылилось в незаконное отстранение, а последующем увольнении одной из этих работниц. А вторая работница была вынуждена уволиться под давлением по собственному желанию еще в прошлом году за свои критические замечания. Обращаясь к нам, они высказали такое что мы разуверились в справедливости, потому что мы обращались и в вышестоящее ведомство, Минздрав, а также правоохранительные органы, но нигде мы правды не нашли, поэтому мы хотели бы, чтобы в отношении своих прав мы даже не ставим вопросы. Вы, как уполномоченный, помогите, пожалуйста, восстановить права этих беззащитных детей-инвалидов. И поэтому после этого, через 2 дня, это заявление было нами направлено на имя прокурора республики для проведения процессуальной проверки, потому что такие факты, о которых шла речь в этом заявлении, именно требуют процессуальной проверки. То есть это как раз полномочия правоохранительных органов. Стоп. Здесь ремарочку можно сделать, Алексей Михайлович? Давайте. Ремарочка такого плана. Вы через 2 дня отправили обращение в прокуратуру, и до этого вы говорите, на основании беседы были выявлены факты. Вы человек сам прокурорский, да, Алексей Михайлович? 33 года работал в органах прокуратуры. Как можно на основании беседы выявить факты с одной из сторон? Без какого-либо, скажем так, соблюдения процессуальных тех же норм? Я не говорил «выявил». Только что вы сказали, у нас в эфире прозвучало, на основании беседы были выявлены факты жестокого обращения с детьми. Выявлены факты, содержащие признаки правонарушения. Вот. Да, признаки. Да. Поэтому
было направлено именно вот. Поэтому вот у меня это обращение есть, там конкретно говорится, что именно поскольку усматриваются признаки, направляю в соответствии с вашими полномочиями для прокуратуру, чтобы они тоже проверили, а потом уже порядка 37 статьи Уголовно-процессуального кодекса, чтобы они направили для проведения проверки, процессуальной проверки уже правоохранительные органы. Потому что тогда, в прошлом году, в сентябре, было принято органом дознания об отказе в возбуждении уголовного дела. Ну, и поэтому вот я поставил вопрос, чтобы более детально, чтобы проверили и приняли решение. Что выявила прокурорская проверка? Ну, нам прокуратура ответила, что да, факты подтвердились, поэтому что усматриваются признаки, поэтому они направили в органы, то есть именно в орган дознания ММУ Якутское. А орган дознания через определенное время, предусмотренный процессуальным сроком, возбудили уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса. Перелом подтвердился? Я насчет перелома сейчас... Инфицирование подтвердилось? Я не могу сказать, потому что это тайное следствие. Угу. Поэтому по этой части идет проверка. Да. А это было возбуждено уголовное дело органом дознания, а потом буквально вот 24 марта возбуждено еще второе уголовное дело, тоже на этот раз в отношении тоже медработника по статье 293 «Халатность». Павел Стаценко на помощь. Тут меня с статьями засыпают. Халатность, да? 299-я статья. Вторая. 299-я? 293. 293. Хорошо. Давайте вот все-таки сделаем поправочку, что и наши радиослушатели, и я в том числе, да, юриспруденции, как бы скажем, не особо, более человеческим языком. То есть, если это халатность, просто называйте это халатность. Хорошо. Алексей Михайлович, а как вы думаете, вот интересы детей и интересы вот тех работников, которые написали вот данное обращение, они в какой мере нарушены? Детей и... Да. Тех работников. Да. Работников, понимаю, там на них устроили якобы гонение, там кто-то уволился и так далее, и так далее. То есть, права, можно сказать, с натяжкой попраны, да? А вот что касаемо детей. Как были нарушены права детей? Вот в этой части именно сейчас пока по факту возбуждено уголовное дело. Эти 2 уголовных дела. Сейчас пока идет расследование. Поэтому еще что-то сказать рано. Потому что до стадии предъявления обвинения еще не дошло, насколько мне известно. Поэтому и в этой части это тайна следствия. Поэтому никто вам не скажет, там сейчас что подтвердилось, что не подтвердилось. Ну, пока идет... На дознание дается 1 месяц, на предварительное следствие дается 2 месяца. Это чисто процессуальные такие тонкости, да? Да. Но я скажу, что и представители прокуратуры, и представители Следственного комитета, мы все с ними встретимся в вечернем эфире, не пропусти главное, который в 19:30 на обоих каналах национального телевидения начнется. Просто я вот хотел проапеллировать к Ивану Яковлевичу. Иван Яковлевич, вы очень долгое время возглавляли отрасль здравоохранения. С учреждением данным знакомы не понаслышке. И вот совсем недавно, буквально, вы по следам всех вот этих публикаций, которые ужасы описывают, да, побывали в доме ребенка. Ваше мнение, вот не выплеснем ли мы вместе с тазиком вот того самого ребенка? Я прежде всего хочу вас спросить, вы перед тем, как передать дело в органы прокуратуры, встречались ли с коллективом? Все-таки сегодня мы живем в правовом государстве, поэтому мнение коллектива – это не мнение одного или 2 или 3 сотрудников данного учреждения. Да, мы параллельно с прокуратурой тоже проводили сами свою проверку
Но, да, и 3 марта наши работники именно выезжали, Егорочкина и старший референт Аргунов выезжали в дом ребенка, где вот встретились с коллективом. И до этого еще постоянно разговаривали и с главным педиатром, и с с отделом, да, с управлением здравоохранения по городу Якутску тоже разговаривали. И когда проводили вот встречу 3 марта, там как раз тоже с управления Горздрава тоже были, которые принимали участие. Что говорит коллектив, Иван Яковлевич? Мы вот на той неделе, я имею в виду член Общественной палаты республики, и я как председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения встретились с руководителями данного учреждения и кое с какими материалами. И, естественно, конечно, первоначально я узнал, что есть такая ситуация в данном коллективе из уст средств массовой информации. Очень много было выступлений, действительно. И мы в какой-то степени по всем этим вопросам и задавали вопросы, и в какой-то степени изучали мотивацию. Я думаю, что все-таки нет таких оснований, чтобы поднять вопрос до уровня прокуратуры, тем более Следственного комитета. Ну, я могу ответить. Вот, например, газета пишет, что не было экстренного извещения по поводу девочки с инфекционной патологией в адрес Центра гигиены и эпидемиологии. Вот после того, как ребенок поступил в детское инфекционное отделение, сразу экстренное извещение было подано. Вот. И раз уж эта инфекция попала в детский дом ребенка, привела ребенка бабушка. И хорошо, что, соблюдая все правила, сотрудники детского дома ребенка госпитализировали, учитывая просьбу бабушки, и госпитализировали в изоляторе. Поэтому никаких нарушений в интербольничной инфекции не было. Вот, поэтому-то потом установив, что у ребенка действительно температура высокая, ну, конечно, ребенок был... Говорите. Ребенок в тяжелом состоянии вообще. У ребенка столько было данных диагноза. И хорошо, что своевременно направили инфекционное отделение. Давайте мы продолжим наш разговор сразу после рекламной паузы, которая и тут реклама на Саха-24. Угу. И мы продолжаем эфир «Якутск сегодня». В студии сегодня у нас уполномоченный по правам человека Республики Саха Алексей Михайлович Ефимов и член Общественной палаты Республики, председатель Общественного совета при Минздраве Республики, бывший министр здравоохранения, человек, который не понаслышке знает отрасль, Иван Яковлевич Егоров. Иван Яковлевич, давайте мы продолжим. По поводу инфицирования. Все-таки не было того, что описывают, скажем, некоторые СМИ, получается, да? Нет. Во-первых, сразу был поставлен диагноз, и сразу госпитализировали ребенка в детскую инфекционную больницу, и сразу в Центр гигиены и эпидемиологии экстренное извещение было подано. А что касается фиксации медицинской, тут тоже я считаю, да не только я, все, которые мы были там, удостоверились в том, что дети 3-4-летние прыгали на кровати, могли упасть и получить травму. Чтобы этого не допустить, они фиксировали этих мальчика и девочку. В то время остальные спали. Поэтому в какой-то степени они даже могли спасти от этих таких... От более тяжелых последствий, да? Да. Иван Яковлевич, вообще... Стоит ли сравнивать контингент детского дома, дома ребенка, да, городского специализированного учреждения, еще раз говорю, специализированного учреждения, с обычными здоровыми детьми? Нет, конечно. Нет. Вот, например, к примеру, Серебряный Бор.
Нерюнгринском районе, недалеко от Нерюнга. Там со всей республики собираются дети с такими патологиями. Какими патологиями? Давайте конкретно. Детскими церебральными параличами, болезнь Дауна и так далее. Там до 15, до 16, до 18-летнего возраста и говорить не могут, и вставать не могут. Просто они с врожденными пороками. Вот такие дети находятся до 4 лет в городском доме ребенка. Поэтому в России медицинские сестры работают с таким контингентом. Просто действительно в какой-то степени я бы им даже за это и повысил бы зарплату, за это какие-то создать условия. Хорошо, что действительно Министерство здравоохранения создало условия. Они переехали в новое здание. Мы там были. Действительно, это здание, отвечающее всем. Это по Петра Алексеевича? Да, по Петра Алексеевича, ремонтированием. Вот. И насчет финансирования мы узнавали. Финансирование очень неплохое. Почти что на каждого ребенка на день 4000 рублей и так далее. Коллектив там не первый год работает. Этот детский дом ребенка существует уже десятки лет с времен советской... С 1924 года, если быть точным, да? Да, 92 года существует. Ага. А что касается перелома, да, вот тоже такой вопрос поднимался, но после того, как ребенка и на уровне городской больницы, на уровне Национального центра медицины обследовали дважды, трижды, никакого перелома нет, потому что ребенок сам по себе с физическими такими недостатками. И в умственном плане, и чисто физическом плане. Поэтому там никакого перелома нет, это уже доказано медиками. Поэтому я считаю, что тут есть, конечно, какие-то между работниками не могли найти общий язык, вот поэтому, наверное, такая жалоба пошла. А так в действиях медицинских работников, вот мы, все, кто был, пришли к выводу, что нарушений нет. Алексей, да, конечно. Нет, просто давайте я хотел бы сформулировать, вот, может быть, канву задать какую-то. Хорошо. Отстаивая права вот этих заявителей, да, ваших, Михайлова и других, как вы считаете, можно ли нанести вред целому всему коллективу? Я считаю, что уполномоченный по правам человека, он защищает интересы вообще человека и гражданина, в том числе и ребенка. И поэтому здесь ставить вопрос коллектив, человек, это противопоставлено, но это совершенно... В каждом случае нужно разбираться. Именно в законе говорится о том, что уполномоченный разбирает жалобы граждан на действия государственных и муниципальных органов и их должностных лиц. И здесь я хотел бы дополнить вот что. Насчет нарушения трудовых прав я еще не сказал. После этого, после того, как первоначальное заявление поступило 20-го, 21-го, при проверке мы выяснили, что были нарушены права и этих заявителей. Но вторая заявительница, которая по собственному желанию была уволена в прошлом году, она говорит, я не хочу связываться, все это, поэтому в такой... как я буду дальше работать после этого? Но в отношении... как будет работать та медсестра, на которую вот заявительницы возвели вот это обвинение? По сути, обвинили ее в садизме. Как будет вот она работать? В каких коллективах? Так нельзя ставить вопрос. Вы хотите почему? Вы хотите сказать, что... С вполне человеческой стороны, почему нельзя ставить, Алексей Михайлович? Если противоправные действия есть, то они должны быть наказаны. Да. Преступление. Ну, давайте мы сейчас дождемся, были ли противоправные действия и так далее. А не давайте. Вот я хотел совета со стороны Ивана Яковлевича попросить, как человека старшего, да? Что мы должны, все общество должно сделать, чтобы минимализировать вред для всех, для детей, для ваших заявителей, для коллектива, для общества в целом. Потому что как общество пропустит через себя вот эту ситуацию, от этого будут зависеть очень многие процессы, Алексей Михайлович. Да. Будем ли мы привыкать к стуку, да? Да. Будем ли мы привыкать, не знаю, противопоставление себя всему и так далее? Нормы человеческого коллектива, социального явления, да? Никто еще не отменял. Просто посоветуйте, как нам быть?
Ну, в данном случае, действительно, Я, в общем, в целом негодую на своих коллег, которые раздули эту историю вообще до небесных высот. Да. До небесных. Да. Да. Сила СМИ, WhatsApp и прочих в этом. То, что они, я не знаю, и кому вообще понадобилось годичной давности историю вытаскивать накануне планового приезда уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, который на нашей республике делает кейсы уже не первый раз. Но это уже другой вопрос. Это другой вопрос, да. Да. Что касается вот нарушения трудовых прав, вот как раз этого в отношении этой работницы, ну я фамилии не буду называть, мы помогли составить исковое заявление, участвовали в суде наш представитель, и 17 марта ее восстановили в работе. И тут я считаю, что тут неправильная позиция вот Минздрава привело к этому. Потому что когда эти заявительницы обратились еще летом прошлого года, вот ИО министра здравоохранения в прошлом году дал ответ. Да, факты подтвердились. По привязыванию детей привлечены к дисциплинарной ответственности 3 человека. Это не медицинская фиксация. Это значит, вина установлена. Само же ведомство. Сами признались? Сами признались. Сами провели расследование? Да, по жалобе. А теперь пытаются говорить, что это медицинская фиксация. А почему тогда привлекли этих людей к дисциплинарной ответственности? Да, Так, это отрицать невозможно. Да. Я согласен с вами. А потом дальше уже в конце, вот концовка, второй тезис ее министра Припузова совершенно неправильный. Он пишет, а в отношении дискриминации вас по трудовым правоотношениям, это не наше дело. Это не наша компетенция. Трудовой инспекции типа, да? Ну, если у вас нарушено, в суд обращайтесь. Угу. Это совершенно неправильно, потому что Минздрав является учредителем этого дома ребенка. И в уставе черным по белому написано, что персональную ответственность несет руководитель этого учреждения, а контроль возложен на Министерство здравоохранения, который принимает на работу, назначает и прекращает полномочия вот этого. Да. Если Бубякину снимут, Алексей Михайлович, да. Вы будете себя чувствовать удовлетворенным? Ну, это не моя компетенция. Мы поставили вопрос, решить вопрос вот именно провести служебную проверку. Мы 1 марта отправили им письмо. И вот все эти факты изложили, проведите служебную проверку и дайте нам ответ. То есть до конца этой недели вот как раз истечет срок. И поэтому хотелось бы надеяться, что Минздрав все-таки на этот раз не самоустранится и разберется по всем фактам и даст надлежащую оценку. И тогда только будет гарантия, что подобные факты в будущем не повторятся. Еще раз, Иван Яковлевич, все-таки советы старейшины, как нам пережить все это? Ну, в целом, действительно, через средства массовой информации очень большой шум поднят. Не только на уровне республики, на уровне Российской Федерации. Но, с другой стороны, то, что вот Олег Алексеевич пишет, что это вопросы трудовой инспекции, это, конечно, прерогатива Министерства здравоохранения. Они должны, раз уж это учреждение подчиняется им, они должны отвечать за трудовое законодательство. А с другой стороны, вот сегодня я вот неоднократно встречаюсь с заместителем министра, вот, который курирует детский дом, это Вервицкая Людмила Ильясовна. Они весь комплекс мероприятий проводили и проводят. Поэтому после этого разбора, конечно, какие-то решения будут, чисто вот в таком управленческом плане. А чисто в профессиональном плане, вот даже вот фиксация. Наоборот, если бы этой фиксации не было бы... Вот, например, фиксация есть и в автомобиле мы фиксируем детей и взрослых, и в самолете, и прочее. Поэтому фиксация тем более нездоровых детей. Поэтому они могли бы получить травму. Поэтому я считаю, что тут ошибок в таких коллектива нет. Ясно. Спасибо, дорогие участники нашего эфира. Я просто хочу привести один факт. Детей, ну, вот примерно такого возраста, 3, при процедуре МРТ усыпляют. Обычных здоровых детей усыпляют. Просто примите этого факта. С вами был Дмитрий Аргунов, и в студии у нас сегодня были уполномоченный по правам человека Алексей Михайлович Ефимов и
член Общественной палаты, бывший министр здравоохранения Иван Яковлевич Егоров. Увидимся в вечернем эфире. Спасибо.